оставили, они столько получали. Но при этом сократили рабочие места, половину людей уволили. А здесь рабочие остались все на местах, да, не имели, пусть маленькую заработную плату, хоть какие-то средства существовали. То есть имеет свой определенный резон. То есть смотрите, опять-таки, профсоюзы для чего существуют изначально? Для чего они существуют? Профсоюзы. Ты подожди. Да? Вот они помогают регулировать отношения между работодателями и рабочими, отставить интересы рабочих, но при этом главная задача — не навредить. Использовать такие методы, которые бы помогли сохранить работу и в то же время иметь хоть какие-то средства существования. И желательно, конечно же, большие. Так, ладно. Значит, на следующий урок вы учите все, что вы записали по профсоюзам. Что такое профсоюз, историю борьбы рабочих за свои права работодателей и вот это вот способ решения проблем.